Жизнь – это большое путешествие. Как проложить свой путь, свой интересный маршрут по ней? Похоже, что люди всегда задавались этим вопросом. Самые удачливые из них оставили нам свой след, свои путевые заметки. Художники рисовали кистью и красками, одаренные слухом сочиняли музыку. Писатели и поэты находят нужные слова. А что остается обычному страннику, не наделенному особенным даром? Правильно, ему остается только взять в руки видеокамеру и двинуться в путь, проложить свой путевый маршрут. Все прошлое лето я снимал деревенские пейзажи. Начало лета выдалось дождливым, и наступило оно позже календарного плана. Летний дождь всегда к добру, и он еще больше оттенил мне ускользающую красоту. Отснятый материал должен был отлежаться, и прежде чем выстроить видеоряд о воспоминаниях прошедшего лета, я должен был обратиться к мастеру, умеющему и словом, и делом, и кистью, и красками, передать колорит времени, явлений и судеб. Художнику театра и кино Баталу Аджапова. Среда обитания человека вот в Абхазии, практически везде, где человек живет в Абхазии, абхазские села, они все очень колоритные. Потому что дураков не было, выбирали только самые красивые и самые удобные места для жизни. Там, где пересеченная местность, ущелье, есть речка, зелень, поля, да? Чакалей злой, значит, в другом месте ты не выживешь. Ну, если как бедуин хочешь жить, там, пустыню ищешь, но тогда тебе верблюд нужен. И тебе на одном месте сидеть нельзя. Просто невозможно, надо кочевать. Сегодня здесь 2 дня хорошо. На 3-й день там будет у тебя какой-нибудь ужас, или жара, или песчаная буря. Ему надо чухать в другой оазис. Кочевники это другое. Или за скотом ходить, потому что у того трава кончилась на этом месте. А абхазцы жили иначе. Они выбирали очень красивые места. И сама сторона, сам знаешь прекрасно, за что и убивают. Так что у нас везде колоритно, да, вот где именно человек живет. Ты же взял камеру и пошел бродить. Бродишь, бродишь и видишь красотки. Красиво. Все. Начинаешь работать. Открытием этого лета для меня стала старая водяная мельница. Дорога туда петляет в лощину, на окраину села. Старая мельница – это всегда фольклор. Если абстрагироваться от легенд, мифов и преданий, я понимаю, что это всего лишь простое и гениальное изобретение человечества, которое продолжает служить людям с незапамятных времен, с тех самых пор, как человек научился ворочать камни с пользой для себя. Первый раз, когда мне доверили отнести, значит, кукурузу, такой вот маленький мешочек, и смолоть, это я на всю жизнь запомнил, это какое доверие. Значит, мне насыпали такой, мешочек должен быть белый, из полотняной ткани такой, паштя, зероб, чистенький, вот это мне, значит, завязала бабка. Вообще неожиданно просто, потому что обычно не доверяли, маленькие. Мне дали. Да, и я вот так положил на плечо, она так пополам, значит, кукуруза рассыпалась, и так половинка здесь висит, половинка, и так удобно. Как такой азиатский хурджин.
И пошел, там у нас мост через речку. Мост, знаешь, какой? Просто дерево свалено и стесано сверху. И вот так, она здесь широкая, а там сужается вот так. Такие перила, которые породе. И вот, да, перил нету, считай. И вот так вот я перешел. Ну, для меня это не проблема была, но я уже ответственный же. Сейчас, если бы я там раньше там прямо с моста в воду-то прыгал, купался, тут уже я с кукурузой. Пришел, и там была чужая кукуруза, она еще домалывалась там. Да я вот сидел, подождал, когда она домололась, бакланчик собрал им все, подмел. Там должно быть чисто, там, чтобы чисто только твоя мука там. Вот, остановил воду, там, засыпал свое. И вот там сидел на краю с кайфом. И очень этот такое движение, когда подбираешь уже готовую муку, она еще горячая. Я прямо ел ее, она вкусная. Горячая сыпется, она вкусная. И прямо вот так вот, и такой звук еще хороший. Шик, такой, знаешь, раз насыпал, все, принес. Еще как запомнил. Вот. И главное, я был один. Обычно на Дзлагара кто-то приходит. Вообще никого не было. Я вот там справился. Я все там к вечеру ждал, что там бабка скажет, как я там, получилось мамалыга или нет. Там все хорошо. Никто не хвалил, но никто не ругал. Значит, все было хорошо. Мельница – это сразу порядок, определенный режим жизни всего села или общества, которое вокруг этой мельницы как бы, да, объединены. Это календарные дни, за каждым определенный день, когда он идет, молит свою муку, когда ты идешь, когда я иду, и это довольно четко. На мельнице всегда была возможность парню и девушке встретиться. Вот, в традиционной абхазской деревне, где еще встретишься? Ну, вот свадьба там, а вот чтобы наедине где-то там, да, ну вот, или на роднике, что так вот, довольно сложно, или на мельнице, да, вот тоже такая, значит, лирическая тема вокруг этого всего возникает. Вот в одном историческом сказании, вот, зафиксированном где-то в 40-х годах, это Маадана Сакания сказание, он пишет о ситуации, когда, значит, две враждующие фамилии воюют между собой. Одна из фамилий во главе, значит, со своим вождем, свое небольшое войско, напали на семью другого и забрали в плен всех, включая жену. И теперь, значит, пострадавший, он идет и, значит, разговаривает, ну, в каком-то месте встречается и говорит: «Сулага дыргиш». Сулага, да, он говорит, то есть это мою мукомолку вернее. То есть, да, он не мог сказать там, по-абхазски, типа, жену верни, там, да, вот, сулага. То есть какие-то вот такие моменты в фольклоре везде вот связанные вот именно с мельницей, с какими-то даже какими-то вот там клише, да, вот сулага, улага, сулага, да, вот они там есть. Есть история о том, как некто там крепкий мужчина решил, значит, ахдзигари тахон и царя ограбил. Ограбил царя и вот теперь уходит, ноги уносит. Тот гонится за ним, и он доскакал до мельницы, и мельника встречает и говорит: «Ворот, ты с чего ты, беги, прячься». Он говорит: «Что случилось?» Царь, говорит, скачет, он всех мельников убивает, всех ненавидит, говорит, ужас какой-то, говорит, просто. Он говорит: «Что делать, куда мне прятаться? Одежду, говорит, свою дай, и, значит, я, говорит, тебя прикрою». И он, значит, берет одежду мельника, свою одежду ему, и говорит: «Ну, спрячься куда-нибудь, залезь на дерево». Тот надел, и этот прискакал. А этот в муку засунул, значит, свои, то, что он украл, золото, все это. Он прикрыл, сидит там на мельнице, там, настраивает, значит, муку, там, молит это все. Он говорит: «А ты не видел?» Он говорит: «Как не видел?» Говорит, «Он вот туда проскакал», говорит, я так пальцем показывает. Тот видел? А, сидит. И, в общем, мельника убили, понимаешь? То есть вот такая какая-то интересная фигура мельника. В мифологии или же вообще в абхазской жизни там же этот Алу, это одна из главных тамг в абхазских фамилиях, Алу. Алоу, Лоа, даже вот как бы, думаю, что никого не оскорбляю, но тамга Ачбовых, это Жернов, вот, полный круг с точкой.
Он же считается солнцем. Их фамилия, она за себя говорит Ача, да? И Чача тоже, это хлеб. Джамхох, сын оленя, там, когда он собирает свою команду, чтобы там пойти на край земли себе невесту добыть, он же там у него скороход, там воришка этот, ловкач, там, объедала, опивала и так далее. Но вот скороход, чтобы быстро не бегать слишком, идти со всеми вровень, у него на ногах огромные мельничные жернова одеты. Вот. И когда надо было быстро бежать, он снимал эти мельничные жернова и дергал там вовсю. Да? То есть в дырке там продетые, знаешь, вот одето. Это, ну как, это, видимо, вот как, что может остановить скорость там, да, человека? Только тяжесть мельничного жернова. Вообще водяная мельница как гидротехническое сооружение, мне очень интересно, где колыбель этой цивилизации вообще. И абхазские водяные мельницы, они оригинальные, имеют какую-то особенность, какое-то отличие от остальных народностей мельниц. Вот такая вот вещь мне очень интересна. Я не могу сказать тебе, что вот это вот, скажем, там оригинальная конструкция именно абхазцы придумали. Если бы только в Абхазии вода бы текла, тогда бы, да, я тебе утверждал, что это только абхазцы придумали. Потому что только у нас вода, да? Но так как во всем мире вода течет, а вода это энергия, и человек всегда пользовался энергией воды, понимаешь, для того, чтобы там орошание систему создавали. Ну, сперва колесо придумали, это понятно все, да? Вот, но во всем мире, вот что я встречал, вот колеса, они и механизмы устроены более сложно, чем в абхазской мельнице. У нас более просто, более практично. Ну, конечно, требует какого-то там дополнительных каких-то движений, собственно, человеческих там, да, по обслуживанию, и по запуску мельницы, по ее остановке. Вот Европа знает, она вот мельницы боковые, колеса стоят. Ну, как это, как роторные вот экскаватор. Там, значит, сбоку у нее вот, значит, вода или сверху подается, льется, и она крутится, или же снизу ее толкает, да, вот так, сбоку. Идет там ось, она заходит в здание, здание стоит уже там на берегу и так далее. Это ее особенность, что там вот здание, оно стоит на берегу, а колесо вынесено в ручей. Но у абхазцев наоборот, они ищут ущелье или речку. Ну, обычно как? Вообще родниковую воду ищут. Если нету такого родника мощного, который, значит, имеет большой запас воды, тогда, конечно, они отводят рукав от реки, создают бассейн, там накапливают воду, потом ее сбрасывают на лопасть. Но при этом мельницу ставят прямо на ручей. То есть, потому что ось вот этого вертящегося колеса, которая приводит в движение жернов, она стоит прямо в воде. И, само собой, и здание стоит прямо над водой. А в европейский или же там, скажем, персидский мир или еще, где вот много воды, можно было пользоваться водяной, у них более сложные схемы. Они могли на полном ходу как бы отстегнуть там, да, за счет каких-то зубчатых передач, отстегнуть, значит, вращение жернова от вращения колеса. Колесо могло продолжать вращаться, а жернова останавливали. У них цепные передачи были, ременные передачи. У абхазцев нет. У нас все напрямую жестко связано. Жернов напрямую привязан к этой оси вращающейся. В этом ее и простота, и практичность, конечно. Ну вот нужны дополнительные какие-то, собственно, человеческие действия. Изобретение
человеческая, она гениальная, потому что до этого люди ели некачественную пищу, потому что им просто приходилось дробить зерно. Дробленное зерно, оно не давало кашу, оно давало крутую, какую-то грубую довольно пищу, или же вот это дробленное, потом ее просто парили. Вот римская армия все там ела просто пареное, да, им в ладонь наложили, вот сколько в ладони, столько ели. Между прочим, кстати, в 6 утра это начало дня, в строй становились легионеры, и вот так вот выставляли руку, несли такие огромные кожаные мешки с пареным, в этих мешках и парили их, вот это, и прямо вот сколько ему в ладонь поместилось, стоя в строю ели. И, между прочим, были очень здоровые ребята и завоевали полмира. Но молотая мука, она позволила разнообразить пищу человека и сделать ее более усваиваемой, да? Как огонь сделал возможность варить мясо, и у нас исчезли клыки, и челюсть стала меньше. Дело в порционности. А абхазцы как делали? Почему пользуются? Потому что у него в четверг по времени, значит, мельничный день, он берет кукурузу, лущит ее, мешочек насыпал, принес, намолол, и в течение недели до следующего четверга он его съел. Он съел все самое вкусное, и там все сохранилось. Он его не хранит годами. Вот в чем дело-то самое главное. Почему обращаются к такой мельнице? Никто же не делает в деревне так, намолол себе там мешок и ест потом, короче, там 3 месяца. Так же не делают. А делают именно так. Люди на Восточном фронте, вот абхазцы, да, они вернулись к тому состоянию, в котором были их предки. То есть не было ни света, ни газа, там, ни воды, ни электричества, там, ну, ни связи никакой, там, даже медицины толком-то не было. Вот. И к чему вернулись сразу? То есть жить-то надо. Сразу поставили еще несколько десятков мельниц. Вот. Старинные абхазские мельницы заново построили. Те, которые уже были заброшены, их отремонтировали, и муку все имели. Все нормально. То есть за счет этого люди выжили. Знаешь? Но что хорошо во всем этом? Во-первых, значит, то, что есть умельцы, которые умеют еще это делать. Да? Умеют это делать. Вроде бы кажется действительно, что это довольно простая вещь. Но она-то сделана топором все. То есть у тебя нет света. Значит, ты не можешь там лесопилками, значит, ты опять берешь, вот как в старину все, вот дерево спилил вручную, срубил, расколол, натесал из нее досок, оси, там, ну все, что тебе нужно. Камень этот нашел, старый, возможно, но теперь он тертый, значит, его надо перевернуть, положить и, называется, знаешь, аквара. Аквара по-абхазски, значит, если перевести на русский, значит, отковать его надо. На нем нанести нужно определенные зазубрины, в определенном радиальном таком порядке. Точно такое же сделать там внизу. Там аклар, такие специальные какие-то, значит, деревянные вставки из таких твердых пород самшит, может быть, и шелковица, вставить. Это все надо уметь. Эти все люди, короче, знаешь, они обратились вот к этому, да, по необходимости. И все эти навыки они восстановили. Что не знали, спросили у старцев. Что не знали старцы, пошли, посмотрели действующие, там еще оставалось действующие. И вот так они создали и спасли себя, и свои семьи, и фактически всю Абхазию, потому что мука – это вот жизнь там, да. И это дает возможность сделать именно вот такую, как это сказать, возможность сопротивляться, снять проблему. Жизнь села вертится вокруг нескольких каких-то вот таких культовых мест. Это место, где молятся, место, где молят муку, и место, где берут воду. Нет одного из них, уже считай, что значит неполноценная жизнь. Нет родника, уже проблема, жизни не будет. А где родник, там мельница. Понимаешь? Мельница, родник, и место, где молиться всему этому, да, вот, значит, вот она, такой треугольник очень интересно появляется.
ยืนบริเวณยกต้นตะวันอย่างนั้นเกียรติ